Если вы включите новости в прайм-тайм, то услышите о том, что происходит в Украине. Или о том, что происходит в Газе. Но вы ничего не услышите о том факте, что в одной стране было убито и подвергнуто преследованиям христиан больше, чем в любых других странах мира вместе взятых. И это Нигерия. Только в этом году 7087 христиан были убиты. Во многих случаях обезглавлены, только за то, что они ходили в церковь. Сегодня мы поговорим о событиях, которые происходят в Нигерии и направлены против христиан. Давайте сразу перейдем к делу. Если вы смотрите это, а мы знаем, что основные СМИ не будут об этом говорить, если вы хотите, чтобы другие узнали об этом, поделитесь этим видео. Я объясню почему. По данным Международного общества гражданских свобод и верховенства закона, с 2009 года по сегодняшний день в Нигерии было убито 125 тысяч христиан. Кстати, если посмотреть на масштабы, то это только в этом году за 220 дней. 7087 человек. Это 35 человек в день. 7800 похищений. Люди исчезли, их не могут найти. Разрушено 19 100 церквей. Представьте, что вы идете в церковь. Представьте, что в воскресенье вы просто хотите отвезти своих детей в церковь. Все, что вы хотите сделать, это пойти помолиться. Может быть, спеть песню поклонения, послушать пастора, проповедь, священника. Разрушено 19 100 церквей. Кстати, разрушено также 10 тысяч школ, в которых дети обучались христианскому богословию, определенным ценностям, которые они исповедуют. И в Нигерии, в определенных районах, они становятся мишенями. Итак, кто же нападает на эти христианские общины, на эти католические церкви? Многие из этих парней джихадисты, одним из лидеров которых с 2009 года является Боко Харам, позже отколовшаяся от ИГИЛ западноафриканская провинция, Икзаб и Ансару, совершающие массовые убийства, принуждающие к обращению в другую веру и похищение людей. И если вы видите это в новостях, я собираюсь поместить здесь фотографию, чтобы вы могли видеть, что происходит. Вот как они выглядят. Они просто нападают на христиан, сжигают дома, захватывают земли, уничтожают урожай, совершают половое насилие. И способ, которым они это делают, заключается в том, что они выходят ночью, когда все спят, совершают ночные нападения на деревни, захватывают церкви и поджигают их, массово похищают людей, захватывают земли, создавая запретные зоны для местных христиан. А семьи просто спрашивают, что нам делать? Я просто хочу пойти в церковь. Я не могу. Вы видели служение? Учитывая все, что происходит, я знаю, что мы часто сталкиваемся с трудностями, связанными с нашей верой. Но насколько сильна наша вера? Так ли сильна наша вера, как у этих людей? Они все еще в церкви, они все еще молятся. Они поклоняются, несмотря на то, что все это происходит. Вы слышите, как кто-то говорит о том, как они убили мою семью, они убили моих родителей, они сожгли мой дом дотла, сожгли дом моего родственника. Все, что у меня осталось, это рубашка, которая на мне надета. Вот о чем говорит этот парень. Я хочу, чтобы вы посмотрели эти два ролика. Один из них все еще ходит в церковь по воскресеньям, а другой рассказывает о том, что случилось с ним и его семьей. Члены моей семьи умерли в этом доме, а некоторые из них умерли в том доме. Здесь и рядом с моим домом тоже все сгорело. Все мои вещи тоже сгорели. Они сожгли мою одежду. Они сожгли все. Они сожгли нашу еду, всех членов моей семьи, которые были там. Все, что у меня осталось, это вот эта одежда. Знаете, многие ведущие СМИ критикуют меня за то, что я показываю это. С какой целью? Это просто христиане. Я имею в виду, ведь это просто христиане. Нам нужно показать что-нибудь другое, чтобы поднять возмущение и заставить людей разозлиться. Освободите Палестину. Это то, что нам нужно. Нам нужна ярость. Но христиане? Да неважно. Знаете, если кто-то убил 49 христиан в Демократической Республике Конго, которые были убиты с помощью мачете, это не слишком громкая история, так? Мы не должны публиковать это, если мы являемся ведущими СМИ. Некоторые жертвы были обезглавлены и сожжены. Но нам не нужно много говорить об этом, потому что это касается только христиан. Нужно ли нам по-настоящему вникать в эту историю? И мы слышим истории о том, что происходит в Канаде. Есть Джастин Трюдо. В Канаде было сожжено 112 католических церквей. И Джастин Трюдо, бывший премьер-министр, выступает и говорит: «Ну, я понимаю их гнев. Я имею в виду, вы должны посмотреть это, чтобы поверить в то, что бывший лидер Канады сказал обо всех поджогах церквей, которые происходили в Канаде». Вот Джастин Трюдо во всей красе. Акты вандализма и поджоги происходят по всей стране, в том числе и в отношении католических церквей.
Одно из моих размышлений заключается в том, что я понимаю гнев, который испытывают люди против таких институтов, как католическая церковь. Это реально, и это вполне объяснимо. И, кстати, у меня есть список и других мест. Единственная причина, по которой я показываю вам Джастина Трюдо, заключается в том, что это происходит не только в Африке или Сирии, но и на Западе. Мы можем рассказать вам о некоторых событиях, которые недавно произошли в Аризоне. Это происходит, и многие христиане спрашивают: «Эй, что нам с этим делать? Нам что, просто сидеть сложа руки и ничего не предпринимать? Что мы можем с этим поделать?» Некоторые говорят: «Вот почему нам нужен крестовый поход. Идет духовная война. Это то, что нам нужно прямо сейчас. Нам нужно говорить громче». Некоторые говорят, что основные СМИ должны говорить об этом. Что ж, если они не скажут, то нам следует говорить об этом. И мы будем. Некоторые говорят, что, возможно, христиане вообще не понимают понятия толерантности. Мы должны быть толерантными. Но вот пример человека, который не отличался терпимостью. Это был Иисус. Ваша концепция толерантности по отношению к кому? По отношению ко всем, позволяющая всему этому происходить? Я много лет молился о 4 вещах. 20 лет я молился о мужестве, мудрости, терпимости и понимании. Я собрал своих детей и сказал им, что мы больше не будем молиться о терпимости. И если кто-то выходит за рамки дозволенного, поднимите шум. Сделайте что-нибудь с этим. Мы видим все эти вещи, которые происходят. Не дай бог, если что-то случится с мусульманами, представителями другой конфессии или евреями. Все захотят поговорить об этом. Боже мой, вы не поверите, что произошло. А как насчет христиан? Есть ли у них веские аргументы, которые можно привести? Я думаю, что есть. Но, возможно, попытка помочь христианам не вписывается в их бизнес-модель. Может быть, христиане, которые сейчас сидят, и мы видим, что все хотят получить значок «Украина». И, кстати, для людей, которые в это верят, я поддерживаю тот факт, что вы это делаете. Но сколько христиан готовы надеть значок в поддержку Нигерии и переживают за то, что с ними происходит? Кто носит его? Когда вы в последний раз одевали такой значок? Вы действительно поддерживаете их? И, может быть, вы сами христианин? Так ли? Я не знаю. Все, что я хочу сказать, это то, что, к сожалению, основные средства массовой информации не рассказывают о подобных историях. Мы определенно расскажем. Если посмотреть на страны с наибольшим количеством христиан, то на первом месте США. Далее следуют Бразилия и Мексика. А Нигерия находится на 4-м месте по количеству христиан. Как вы думаете, некоторым людям нравится, что они там живут? А может и нет. Мы видим, что происходит с Великобританией. Мы видим, что происходит с иммиграцией. Мы видим, что происходит с их политикой. Мы должны впускать в свою страну кого угодно. Кого волнует, что вы теряете свою национальную ценность? Кого волнует, что в вашей стране есть люди, которые вас ненавидят? Все нормально. Это часть свободы слова. Знаете, сегодня я рассматривал 2 вещи. Знаете, в каких странах покупка и продажа Библии запрещена законом? Попробуйте купить Библию в Иране. Посмотрим, что с вами произойдет. Кстати, попробуйте купить Библию в Иране на фарси. Вы ее не найдете. Единственные люди, которые могут это сделать, это ассирийцы и армяне, которые могут иметь Библию в Иране. Но вы не можете перевести их на фарси и распространять. Это незаконно. Поезжайте в Саудовскую Аравию и посмотрите, сможете ли вы продать там Библию на арабском языке. Потому что это является формой обращения в христианство. То есть вы пытаетесь обратить людей в христианство. В Америке мы говорим: все окей, продавайте это на Amazon. Коран, все, что вы хотите продать, идите и продавайте. Свобода вероисповедания, свобода слова. Может быть, для этого и есть место, но в то же время другие страны не хотят, чтобы число христиан росло. А мы говорим: да, но это их страна, они могут создавать свои законы. Но в Америке считают, что нет. Мы согласны со всем, что здесь происходит. Может быть так, а может быть и нет. Но я считаю, что здесь нужно больше обсуждать это. Больше обсуждать эту тему и побольше дебатов. И нам этого сейчас не хватает. Есть так много дискуссий, которые на 99% охватывают X, YouTube, все остальное. А сколько дискуссий на эту тему? Может быть, недостаточно? Может быть, нам нужно говорить чуть громче? И может быть, если вы смотрите нас прямо сейчас, вы скажете: честно говоря, я не знал этого о Саудовской Аравии, я не знал этого об Иране. Идите и поищите, исследуйте. Как вы думаете, стоит ли им продавать Библии? Почему они этого не делают? Почему к нам допускают всех желающих? Не слишком ли мы толерантны в Америке? Я не знаю. Это хороший вопрос. Вы можете ответить на него сами. Я не понимаю, к чему вы клоните. Вы намекаете на то, что мы не должны были этого делать? Все больше и больше мэров из других конфессий, которые ненавидят Америку, создают правила. И у нас в Америке есть города, в которых полицейские департаменты пишут на арабском языке. Это Америка. О чем вы говорите? Это Америка. Вот что нам говорят. Нет, мы должны это сделать. Мы должны это сделать. Все нормально. Мы должны это сделать. У нас есть люди, работающие на правительство в некоторых районах Дирборна в Мичигане, которые говорят: я надеюсь, что однажды тебя вышвырнут из города, и я отпраздную это событие и устрою парад, чтобы ты никогда больше сюда не вернулся, потому что таким людям здесь не место. Таким людям? Но он американец. Что значит таким людям? Вы ненавидите Америку? Возвращайтесь в свою страну, к своим людям. Так говорит Ильхан Омар, и все, что она говорит о Чарли Кирке. Мне не за что извиняться.
Вы знаете, это трагедия, что Чарли Кирк был убит таким образом. Я сочувствую его вдове и детям. Им придется жить с этим до конца своих дней. Но нет наследия, которое стоило бы чтить. Это было наследие, наполненное фанатизмом, ненавистью и превосходством белых. Он не был героем, он был фанатиком. Фанатиком? Да кто вы такая? Возвращайтесь в Сомали. Вы слышали, как она рассказывает о своей стране и о том, что однажды она надеется вернуться и что-то изменить? Потому что она хочет вернуться на свою родину, в Сомали. Возвращайтесь уже. Должны ли мы сидеть сложа руки и позволять этим людям создавать политику, которая абсолютно ненавидит Америку? У меня с этим очень большая проблема. Если вы управляете компанией, а ваши сотрудники ненавидят вашу компанию, вы бы их оставили? Или же вы бы сказали им, идите и найдите другую компанию, которая вам нравится? Я бы сказал им, идите и найдите другую компанию, которая вам нравится. Если бы вы встречались с кем-то, кто ненавидит вас и вашу семью, вы бы остались с ними? Вы бы их терпели? Почему в Америке мы так поступаем? Я не знаю, но это справедливый вопрос, который мне задают многие. Они пишут мне и спрашивают, почему люди не говорят об этом? У вас очень веская точка зрения, мы будем говорить. И я надеюсь, что некоторые из вас, влиятельных людей, тоже будут больше говорить об этом. Итак, если вы смотрите это снова и снова, и видите, что у вас немного повысилось давление, и вы говорите себе, знаете что, я с ними согласен, меня это не устраивает. Поделитесь этим видео как можно с большим количеством людей и задайте им вопросы. Согласны ли вы с ними? Что вы думаете о том, что он хочет сказать в этом видео? И давайте посмотрим, что люди скажут по этому поводу. Но я действительно думаю, что это то, о чем большему числу из нас нужно говорить.